Ассаляму алейкум ва рахматуллахи баракатух. В этом году мы отменили продажу и забой жертвенных животных. Отменили и совсем, то есть на территории мечети не будет ни продажи, ни забоя. Но прием уже забитого, да, мы говорим, вот раздаем в этот праздник мы мясо жертвенных животных, прием будет осуществлен здесь же на территории. Есть специально у нас будет место, где мы будем принимать это мясо. У нас есть холодильники, морозильники, мы это все принимаем. И на следующий день мы, значит, готовим плов шикарный для наших мужественных людей, мы называем, да, теперь. Они всегда были мужественные, да, скажем так. То есть для колясочников, для инвалидов, для незрячих мы делаем праздничный стол. В этом году, если они сами согласятся прийти, мы организуем. Если же они будут осторожны, тогда мы сделаем это так, как делали в Рамазан. Мы просто приготовим плов и развезем по домам. Горячий плов постараемся довести до каждого человека, Аллах берса. Итак, значит, забоя и продажи у нас не будет, значит, но будет прием этого жертвенного животного. Следующее в этом году в 3:30. Обращаю ваше внимание, потому что в Рамазан месяц такие праздники делаются позже, но Курбан-Байрам он делается раньше. То есть, когда уже встает солнышко, когда уже рассвет. Потому что это мероприятие связано с забиванием, с жертвенным приношением животных. То есть жертвенное животное оно ждет, и поэтому, чтобы не томить его, не мучить его, это действие надо произвести, скажем так, быстро, качественно, хорошо, и тем более в летнюю такую, скажем, период, когда слишком жарко, да, нам надо это сделать более внимательно и аккуратно. Поэтому каждый может это сделать. Очень многие разъезжаются по деревням, поэтому они могут это сделать в течение 3 дней где-то в своих удобных условиях. Если же таких условий нет, у нас есть команда, которая с нами уже несколько лет работает. Они готовы принять заказ и привезти вам это мясо прямо домой. То есть телефоны и связь с ними вы можете получить в мечети. Прямо здесь у нас, кто на вахте, вот сидит наш сторож Бабай, дуга делает, у него можно эту информацию получить. Можно сделать заявку, в течение дня-двух к вам привезут прямо обработанное мясо. То есть вот так. Также мы следим, конечно, за стоимостью, то есть, да, чтобы она была не слишком дорогой, но мы понимаем, что в этом году, как раз вот летом и вообще в следующие года тоже, Курбан-Байрам приходится на такой период, когда появляются ягнята. Когда, значит, вот этот период происходит, понимаете, он с весны, получается, ближе к лету идет, поэтому просто дефицит такого жертвенного животного, который подходил бы для того, чтобы его закололи. Поэтому это, естественно, влияет на цену. Поэтому здесь надо быть повнимательнее, опять-таки. Итак, значит, в 3:30 у нас в центральной мечети начнется с чтения Корана. Потом будет праздничная проповедь, потом будет праздничный намаз. Все действия начнутся в 3:30, закончатся в 4:30. Аллах берса. Мы больше 90 человек мы в молельный зал вместить не можем, потому что у нас есть правило соблюдения дистанции 1,5 метра. Хотя у нас центральная мечеть, именно молельный зал рассчитан на более 600 человек, соблюдая дистанцию, мы можем позволить пустить только 90 человек. Соответственно, остальные молящиеся будут находиться на улице. Поэтому мы молим Всевышнего, чтобы был не дождливый день, да, но и не жаркий, чтобы можно было вот в течение часа прослушать проповедь и потом помолиться. Значит, поэтому мы заранее предупреждаем наших горожан, что они придут, и пусть они не стараются попасть в мечеть, а пусть они находят место на улице, на брусчатке или даже на газоне. Вот мы только что провели совещание, и мы договорились, что мы будем создавать такие условия, чтобы соблюдалась дистанция, и чтобы можно было действительно помолиться, посидеть, послушать проповедь. Даже мы будем предлагать намазлыки, но если есть дома свой намазлык, хорошо, если этот человек придет со своим намазлыком. То есть есть правило, да, это перчатки, это маска и свой намазлык. Вот, это было бы хорошо. Если намазлыка не будет, перчаток не будет, то мы все это предоставим здесь. Но лучше мы сами знаем, да, соблюдение личной гигиены, чтобы это было все с собой.
Итак, значит, торговля у нас организована будет за, скажем так, возле парковки, за пределами мечети. То есть торговля будет, желающий приобрести какой-то сувенир или какой-то куштаняш, он может это приобрести. Также желающий, кто захочет положить садака, кто захочет помолиться за своих родственников, за усопших, за живых, за их здоровье и положить милостыню, у нас будут размещены специальные садака-ящики, и рядом будет находиться наш какой-то бабай, который будет молиться Всевышнему. То есть у нас даже список специальный есть, они будут вот такие услуги оказывать тем, кто придет.